Анатолий Храмов окончил Жиганскую школу в 2011 году, а в 2015 Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. Интерес к написанию стихов начался еще в школьные годы. Сам Анатолий вспоминает, что, сидя за последней партой, сочиняя короткие стихи, он бы никогда не подумал, что в будущем будет выпущена целая книга с его произведениями. На задней странице тетрадки что-нибудь там написывал, какие-то такие веселые, интересные вещи, стихотворения. Но это было как несерьезно немножечко, я так профессионально об этом не думал. Да и сейчас тоже, в принципе, просто массово начал писать после ранения в госпитале. Но у меня, получается, появилось просто больше времени. Получив ранение в зоне спецоперации, Анатолий был направлен на лечение в госпиталь, где он написал около 80 стихотворений. Все они написаны и вдохновлены военной тематикой, о боевых товарищах, о семье, которая ждет его на родине, о том, через что проходят бойцы на территории СВО. Сейчас, конечно, много темы касательно специальной военной операции в целом, но не напрямую, а больше, наверное, то, что, о чем думалось, какие мысли были. Это, например, близкие, разлука с близкими, это дети, это жены, это то, что разлука, которую нужно переждать, перебороть, верить, главное, и тогда все будет. Ну и, конечно, посвященная ребятам, с которыми вместе приходилось выполнять задачи. Наверное, вот это в первую очередь. Идея выпустить книгу была предложена министром культуры республики Юрием Куприяновым, который в очередной раз поехал в госпиталь для встречи с ранеными бойцами. Там Анатолий прочитал ему свои произведения. Всего первый тираж составил 200 книг, но автор уверен, что его стихотворения найдут отклик в сердцах людей. Там у нас был концерт такой для раненых небольшой. Ребята, пришли творческая группа, какой-то коллектив из Питера, города Пушкина. Они такие: давай, а можно мы прочитаем стихотворение? И вот они тогда прочитали перед ранеными. Я конечно, это очень, чувствую очень, они под музыку все. Да не только то, что я, главное, а то, что ребята, увидел, что ребята плачут. Я так подумал, что все-таки действительно это вот дело, оказывается, нужное, оно доходит до людей. Может быть, я кому-то даже чем-то, это может кому-то близкое, кто-то себя увидит в нем, может быть, и оно может даже поможет кому-то. Сейчас Анатолий Храмов вернулся на родину в отпуск, где в честь него провели торжественную презентацию. На мероприятии представители правительства поделились своими впечатлениями от книги, а также прочитали для зрителей стихотворения Анатолия, которые нашли отклик в их сердцах. Если муж твой и брат, в руки взяв автомат, в камуфляж не спеша облачился, не спеши бить в набат, не спеши бить в набат. Он мужчина, его час случился. Если солнечным днем или ночью с дождем он рюкзак свой за спину закинет, ты скажи: подождем всей семьей, подождем. Эта книга очень нужна, это лейтенантская поэзия, это проза лейтенантская, поэтому мы должны знать правду о войне, а правда специальной военной операции. И сегодня очень много молодежи, которая сегодня услышит это, и книга сама будет рассказывать, потому что никакими историческими большими книгами это невозможно довести, а стихи это доводят прямо до сердца очень быстро. Выпущенная книга – это не просто сборник стихотворений, а возможность обычным людям понять, через что приходится проходить российским бойцам. И, как отметил автор, каждое название прочитают по-своему – «Дорогой жизни» или «Дорогой жизни». Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск.